Политика регионального развития в стране продолжается вот уже третий год. Регионы в первую очередь должны получать необходимые возможности и ресурсы для реализации собственных программ развития. Потому-то это стало приоритетным направлением государственной политики на ближайшие несколько лет. Обширная концепция включает в себя улучшение инфраструктуры, строительство и ремонт дорог, обеспечение населения чистой питьевой водой, реабилитация ирригационных систем и, наконец, открытие или возрождение предприятий. Предприятий таких в Нарынской области десятки. Несмотря на то, что это одна из самых высокогорных областей с суровым климатом, здесь достаточно молокоперерабатывающих заводов, как у болота Тулонова. Начинал он с того, что варил сыр в домашних условиях. Упорство и старания позволили дорасти до масштабов крупного предприятия. В ассортименте теперь не только плавленый сыр, есть брынза, сулугуни и другие. Казан менен баштап келип Чолпон айылынан көк сүт алып Бишкекке апарып. Помню, были времена, когда фермеры собирали обезжиренное молоко, не зная, что с ним делать. Тогда я и начал варить сыр, реализовывали продукцию на местном рынке. Позже удалось экспортировать ее в соседние страны. Сейчас нам необходимо около 20 миллионов сомов. Эти средства помогут нам закупить оборудование и расширить производство. Это будет крупнейший молочный завод в Нарынской области. Совершенству нет предела, считает предприниматель. Цель на ближайшие несколько лет построить в Кочкорском районе современный завод, который смог бы отвечать самым высоким международным стандартам. А там будет открыт не только рынок ЕАЭС, но и страны дальнего зарубежья. Стоимость амбициозного проекта 72 миллиона сомов. Он создаст дополнительно 150 рабочих мест. А это еще один молокоперерабатывающий завод, но уже в Атбашинском районе. В сезон сотрудники изготавливают до 60 тонн продукции. Продукции узнаваемой и пользующейся высоким спросом в соседнем Казахстане, например. Есть возможность значительно расширить географию экспорта, но построить для начала крупный молочно-торговый комплекс. Кыргызстан ичинде деле бул Фрунзе глобустар менен анан Ош, Талас көл, Аламидиндер эмеге кетиребиз. Рыноктар анан бат эле 60 тонна жылына мындай калбай эле жакшы демекке талап Кыргызстан ичинде талап көп. Бул Атбашыныкі башка эмне? Атбашыныкі да билетпи? Өзүнчө бренд болуп калды биздики Атбашыныкі. Строительство комплекса позволит работать круглый год. Это особенно важно, учитывая климатические условия района, когда осенью и зимой производство сырого молока резко снижается. 5 гектаров земли возле села Калинин уже выделено под строительство комплекса. Российско-кыргызский фонд развития выделил 40 миллионов сомов в виде льготного кредита. Также будет усилено кормопроизводство в условиях Атбашинского района. Передовой технологии по кормлению, по ветеринарии планируется внедрить на этой компании, и будет поставлено 130 голов молочной породы скота, для того, чтобы качественное молоко снабжалось для данной компании. Оба предприятия в ходе своей рабочей поездки в Нарынскую область посетил президент Сооронбай Жээнбеков. Успев пообщаться с коллективом, он с удовлетворением отметил их вклад в развитие региона. Глава государства добавил, что из республиканского бюджета с каждым годом объем средств, направляемых на финансирование инициатив сельских предпринимателей, увеличивается. А экологически чистая молочная продукция из Кыргызстана вполне может конкурировать не только в ЕАЭС, но и других странах, в том числе Китае. Регионды өнүктүрүү деген маселе ушул эми. Борбордо каражатты булар каражат алып келип туруп, ушул Кочкорго, Атбашыга, Алайга, Таласка, Баткенге, Көлгө, айыл жерге бериш маселени кайра иштешти, да? Сендей балдар менен издеп жүрөм мынакей. Булар айткан бизде тапкыла деген. Тап, артына колап жүрүп бергиле андай балдар каражат иштеткен балдарды. Азыр берет.
Средства государства и инвесторов, начиная с 2018-го, напомню, направлены на поддержку малого и среднего бизнеса на местах. Это гарантирует целостное развитие экономики страны. Финансовым институтам глава государства рекомендовал выделить льготные средства на завершение строительства дополнительных объектов. Неразрывно с политикой регионального развития и успешного функционирования предприятий связаны вопрос обеспечения населения чистой поливной водой. Ирригационный проект реализуют в селе Кош-Дөбе Кочкорского района. Это позволит в ближайших 3 айлок-мөтү освоить порядка 2500 гектаров новых орошаемых земель. Вопрос ирригации здесь оставался без внимания все последние годы. Сельчане теперь не будут беспокоиться за урожай. Реабилитируют ирригационную систему и в Атбашинском районе. Поливной водой будут обеспечены почти 2500 гектаров орошаемых земель. Кроме 2 здешних каналов, провести реконструкцию планируют и канала Ички-Ташрабат. Сейчас объем воды в каналах Бешгельтевет и Хытат не превышает 1,5 кубометров. Этого не хватает, чтобы обеспечить поливной водой здешние земли. Реконструкция каналов, наконец, решит эту проблему. Реализация проекта позволит дополнительно увеличить объем на 2 кубометра. Беседуя с местными жителями, президент еще раз отметил, что реализация национальных ирригационных проектов находится на его особом контроле. Они способствуют решению целого комплекса задач в рамках регионального развития. Особенно учитывая то, что большинство населения страны занято в сельском хозяйстве. А в Нарынском районе начато строительство Куланакского канала. Реализация проекта позволит регулярно обеспечивать 5000 гектаров поливной водой и дополнительно освоить 2000 гектаров. Насосная станция, построенная почти полвека назад, уже устарела. Стоимость проекта пока предварительно почти 2 миллиарда сомов. В этом году освоить планируют 1700 гектаров новых орошаемых земель. Государственная программа развития ирригации будет реализована до 2026 года в 3 этапа, 2 из которых будут реализованы до 2024 года. За это время планируют ввести в эксплуатацию 31 водохозяйственный объект. Таким образом будут освоены 27 тысяч гектаров новых орошаемых земель, улучшено водоснабжение 46 тысяч гектаров. Еще одним стратегическим направлением государственной политики остается цифровизация. Сооронбай Жээнбеков на месте ознакомился с тем, как в Нарыне реализуют это направление. Оцифровать все муниципальные и государственные услуги призван проект «Умный город». Деятельность предприятия Нарын-Суу-Канал и Таза-Нарын таким образом перейдет на электронный формат. Главе государства рассказали и показали, как будет повышена эффективность обеспечения доступа населения к чистой воде, очистке и благоустройстве города. Картамен иштеп жатканда булар азыр жаңы чыккан биздин биринчиге бул таза суу түтүктөрү. Жерде Европа банкындагы сиздин колуңуз менен ишке ашып жаткан биздин жаңы долбоорубузда биринчи жаат. Мурда жанакындай мындай кагаз болсо азыр бүт баары бияка жайгашкан. В рамках цифровизации страны уже проведена масштабная работа по повышению доступности к качественным гос- и муниципальным услугам. Начал работать государственный портал электронных услуг, посредством которого граждане могут получить необходимые услуги в электронном формате. Или система Түндүк, которая избавила граждан от необходимости стоять в очередях за теми или иными справками. Важным по-прежнему остается дальнейшее улучшение социальной и производственной инфраструктуры. Это имеет важное значение для жителей регионов. Аяна Дюшикеева и Синтурабыкеев, Алато 24, Нарынская область.